Впечатления, полученные в детстве, самые яркие и запоминающиеся, они остаются с нами на всю жизнь. Большой опыт работы с подростками позволил коллективу детско-оздоровительного лагеря Арымхи выстроить суперсистему отдыха живописной части Горной Ингушетии. В летнем оздоровительном лагере Арымхи по-прежнему шумно. Последнюю смену в этом году пополнили дети из Луганской Народной Республики. Погода хорошая, дети проводят много времени на улице. Вероника Пономарева с нетерпением ждала летних каникул. Путешествие в Горную Ингушетию оказалось случайным. Больше меня впечатлило, какой тут свежий воздух. Не то, что у нас. Тут прям свежий, хороший. Меня еще впечатлило то, что тут хорошие люди. Они не скрываются, не обманят, расскажут. И правила меня впечатлили. Отдых в летний период ориентирован на укрепление здоровья детей с помощью оптимального режима дня, качественно сбалансированного питания, прогулок и развлечений на свежем воздухе. Руководство лагеря большое значение уделяет творческому и спортивному развитию детей. Не оставляют без внимания и социально-психологическую адаптацию ребят в новом коллективе. У нас прошло 4 смены. В каждой смене были 150 человек, то есть в количестве 600 человек. Последняя смена у нас состоит из... Часть из них это дети из Луганской Народной Республики. Благодаря Министерству труда и Министерству образования Республики Ингушетия они попали к нам. Месторасположение детского лагеря Арымхи уникально. Красивый пейзаж и чистейший воздух восстанавливают силы и заряжают энергией. София Минько, к примеру, раскрыла свой потенциал жонглера. Сейчас София репетирует свой номер для показательного выступления в программе закрытия сезона летней оздоровительной кампании 2019 года. Для меня было большой неожиданностью то, что мама с папой отправили меня так далеко в лагерь в Ингушетию. Мне здесь очень понравилось. Уезжать я буду с грустью и печалью, так как я очень привыкла к этому коллективу, который с нами был все это время. Ребятам с Луганской Народной Республики посчастливилось попасть в Арымхи. Здесь у них появилось много новых друзей и приятных воспоминаний от проведенных каникул в Ингушетии. Дети с равнины, поэтому не могли остаться равнодушными, безусловно, к тому горному виду, к тем красотам, которые у вас здесь есть. Благодаря руководству лагеря мы посетили огромное количество мест в вашей республике. Мы посетили столицу, которая просто покорила нас. Огромное спасибо, правда, за то, что мы, наверное, на какое-то время смогли забыть о войне. Это дети военных. Многие из этих детей – дети с прифронтовых территорий. Те дети, которые видят войну и обстрелы каждый день. И поэтому, наконец-то, сегодня они смогли спокойно спать, спокойно есть, спокойно гулять и вспомнить, что они все-таки дети. Каникулы надо провести так, чтобы они запомнились надолго. Кто не был в летнем лагере, тот не испытывал легкого чувства грусти к завершению отдыха. И вместе с тем ребенок ощущает себя самым счастливым на планете, стоя в кругу близких друзей в 1000 километрах от дома. Мне очень бы хотелось продлить пребывание здесь, ибо мне тут очень сильно понравилось. Это мой первый лагерь, я первый раз попал сюда, и мне очень понравилось, я попал в очень живописное место. Особенно мне понравилась лестница здоровья. Это очень длинная деревянная лестница, я думаю, что ее очень долго строили. И за эти 3 недели я обрел очень много новых знакомств. Я даже научился немного танцевать национальный танец. Детский лагерь на летние каникулы может стать еще тем местом, которое позволит ребенку не только направить свою энергию в правильное русло, но и разгрузиться, чтобы потом спокойно, без стресса дотянуть до конца учебного года. Харон Аздоев, Магомед Шаухалов, Новости 24.